История Уфимского Кремля в деталях. Ученые обнародовали артефакты 16 века, найденные в результате раскопок на монументе Дружбы. Это и части крепости, и фрагмент самого первого каменного здания Уфы, и даже человеческие останки. О том, кто и как построил столицу республики, расскажет Юлия Нигматуллина. Вот внизу они, видите, да, вот фрагменты видны белых камней. Это и есть не что иное, как остатки тех самых уфимских бастионов. Стены Уфимского Кремля до сих пор почти неприступные, шутят историки. Пробраться к месту, где располагались боевые укрепления времен 16 века, и сейчас нелегко. Сегодня это заросший деревьями склон на улице Октябрьской революции, который, к сожалению, превратился в свалку. Сейчас мы с вами находимся на бывшем бастионе Уфимского Кремля, остатки которого мы можем наблюдать в обрывах этого берега. Это был берег реки Нагайка, которая протекала раньше в Белую, и отсюда, в принципе, открывался неплохой вид на саму реку. Отсюда стрельцы полили из пушек по участникам Пугачевского восстания, и осаду выдержали успешно. Именно с Уфимского Кремля началась история столицы Башкортостана как города. На берег реки Белой московские стрельцы пришли в 1574 году и основали крепость. Ее первые границы и деревянная стена пролегали вокруг нынешнего монумента Дружбы. Улица Посадская – самая старая улица Уфы. Именно вдоль нее располагалась восточная стена Уфимского Кремля. Сейчас это территория монумента Дружбы. Слева протекала речка Сутолока. И именно здесь после строительства крепости начали селиться первые уфимцы. Считается, что этот период так называемой русской Уфы, ну понятно, что русской в кавычках, потому что жили абсолютно разные народы. Башкирские племена, которые, безусловно, помогали стрельцам. После строительства Уфимского Кремля это стало таким восточным форпостом русского государства для движения дальше уже в Сибирь. Полностью весь этот котлован был раскопан вручную на глубину 1,5–2 метра, где находился культурный слой, собственно говоря, Уфимского Кремля. Ради этих раскопок даже была на время заморожена реконструкция набережной. Работы проводили преподаватели БГПУ. Здесь был обнаружен фрагмент самого первого каменного здания Уфы – Смоленского собора, который датируется 1611 годом. Позднее он был переименован в Троицкую церковь, а после революции взорван. Найденный камень – это элемент внутреннего убранства собора. По сути, это самая древняя была каменная церковь на территории всей современной Башкирии. Также здесь нашли предметы быта жителей крепости, керамику, украшения и фрагменты самих стен Кремля. Вот эти вот костыли, скорее всего, они являлись ничем иным, как системой крепления бревенчатых стен Кремля или каких-то иных укреплений, которые были на Смоленской площади. Ученые обнаружили даже человеческие останки, которые предположительно могли принадлежать жителям Уфимского Кремля. Однако их точный возраст будет установлен после радиоуглеродного анализа. Были в ходе раскопок и курьезы. Увидев археологов на площадке монумента, местные жители вызвали полицию. Поступила жалоба, что мы здесь разрушаем памятник, что мы грабительски выбираем песок, щебень, асфальт, чернозем и так далее. И мы писали объяснение, и параллельно проводили экскурсию участкового Кировского района, который, оказался, очень любит историю. Своими глазами увидел и описал Уфимский Кремль еще в 1762 году российский историк и краевед Павел Рычков. Укрепление состоит из деревянной рубленой стены. Для въезда и выезда 6 ворот, из коих одни с приезда из Казани называются Казанские. Однако крепость успела простоять только около 200 лет. За это время она несколько раз горела. Самый крупный первый случился в 1759 году. Ну, как пишут, от удара молнии. Кремль выгорел практически полностью, он был восстановлен, к сожалению, сгорел заново. И после этого уже с 1800 года мы даже на картах не фиксируем наличие крепости. Крепость сгорела, но остался сам город Уфа, который вырос вокруг. Следующим летом после завершения реконструкции набережной на месте раскопок появится подземный пешеходный переход. Ученые предложили городской администрации выставить все исторические находки под стеклом в стенах этого перехода. Как это, например, было сделано в Стокгольме, где в местной подземке можно увидеть артефакты, обнаруженные в ходе строительства метро. Юлия Нигматуллина, Тимур Каюмов, Руслан Хакимьянов. Новости Уфа.